Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите. Каким образом прокуратура защищает данные права? Что является основанием для возмещения вреда? Как складывается судебная практика по такой категории дел? Об этом интервью с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Республики Дарьей Марковой. Дарья Романовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, чем регламентировано возмещение вреда здоровью и какие суды рассматривают такую категорию дел? Обязательства следствия причинения вреда здоровью регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации главы 59. В указанной главе подробно раскрывается, в каких случаях вред подлежит возмещению, кем он подлежит возмещению, каким образом он может быть возмещен. Дела указанной категории у нас подведомственны судам общей юрисдикции, а подсудны районным судам. Иски о возмещении вреда, причиненного здоровью, рассматриваются по общему правилу территориальной подсудности по месту жительства ответчика или организации, либо по выбору ИСА или по месту причинения вреда здоровью. При этом при подаче такого искового заявления истец освобождается от уплаты государственной пошлины. Скажите, а в каких случаях права граждан по делам о возмещении вреда защищает прокурор? Согласно действующему законодательству Российской Федерации, прокурор может обеспечивать участие в суде в двух формах. Во-первых, это когда прокуратура сама обращается с иском в суд. В данном случае прокуратура обращается в суд, если будет установлено, что гражданин в силу своего состояния здоровья, недееспособности, возрасту или по иным уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд. Указанное правило не распространяется на те случаи, когда основанием для обращения в суд явилось обращение гражданина по вопросу охраны здоровья, в том числе и медицинской помощи. Приведу сразу пример. Например, по результатам проведенной прокуратурой города Якутска проверки было установлено, что гражданин, который является у нас инвалидом, получил вред здоровью в административном здании ответчиков. Получается, он пришел в административное здание, упал с коляски инвалидной, и вследствие чего длительное время был вынужден получать медицинскую помощь. В данном случае проведенной проверкой было установлено, что причиной падения и как следствие причинения вреда здоровью послужилось факт необорудованности административного здания, его недоступность для лиц с ограниченными возможностями, отсутствие альтернативной формы обслуживания. В связи с чем прокуратура города Якутска обратилась в суд с иском в интересах гражданина к собственникам здания о взыскании компенсации морального вреда. Суд согласился с исковым заявлением прокуратуры и удовлетворил требования. И возвращаясь ко второй форме, хотелось бы сказать, что вторая форма – это у нас обеспечение участия в суде в порядке части 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса. Это когда прокурор вступает в процесс для дачи заключения по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью. Указанная категория у нас является наиболее массовой. Только за первое полугодие 2020 года органы прокуратуры республики вступили в процесс для дачи заключения по 87 делам. Ну вот скажите, а что может являться основанием для вынесения судом решения о взыскании вреда? В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред подлежит возмещению лицом, причинившим вред, если будет установлена его вина. Таким образом, основанием для взыскания возмещения вреда здоровью будет являться факт установления вины. При этом сразу бы хотела обратить внимание телезрителей на то обстоятельство, что вред, причиненный здоровью, возмещается независимо от наличия вины, если вред причинен источником повышенной опасности. Ну вот скажите, а какими документами можно доказать причинение вреда?
Ну, в данном случае такими документами будут являться те документы, которые доказывают наличие вины у ответчика. К примеру, такими документами могут быть приговор суда, постановление суда по делу о административном правонарушении, медицинские документы, полученные в медицинском лечебном учреждении, либо зачастую у нас граждане получают такие справки в скорой помощи. К примеру, очень часто в период гололеда в начале зимы граждане вследствие отсутствия надлежащей уборки территории получают травмы, допустим, на ступенях жилых домов, торговых центрах. В рассматриваемых случаях доказательствами подтверждения вины ответчиков будут являться фотографии, медицинские документы, полученные в травмпункте, скорой помощи, а также иные медицинские документы, которые могут быть как рецепты на лечение и показания свидетелей. В случае неясности судом для определения обстоятельств, имеющих значение по делу, может быть по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также самостоятельно судом назначена экспертиза. Вот если говорить о компенсациях, то какие расходы могут быть компенсированы гражданам? В силу статьи 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане могут получить это расходы на лечение, санаторно-курортное лечение, на переподготовку. Также могут получить утраченный заработок и компенсацию морального вреда. При этом хотелось бы обратить внимание на то, что указанные расходы подлежат взысканию только если будет установлено, что потерпевший не имел возможности получить возмещение указанных расходов бесплатно. Допустим, в нашей практике неоднократно бывали случаи, когда гражданам отказывали в удовлетворении возмещения вреда части расходов, поскольку было установлено, что граждане обращались в платные клиники для получения медицинской помощи и далее хотели возместить указанные расходы. Но из-за того, что в материалах дела отсутствовали доказательства того, что указанную медицинскую помощь он не мог получить бесплатно, то указанные расходы подлежали отказу. Ну вот вы упомянули про моральный вред. Давайте подробнее остановимся на этой позиции. Что же все это такое и кто определяет, был ли он причинен или нет? Так, моральный вред – это у нас нравственные и физические страдания. Моральный вред, чем отличается от материального, это то, что невозможно, можно сказать, как-то материализовать. Допустим, это могут быть ваши нравственные переживания, связанные с утратой родственников, раскрытием активную общественную деятельность. Также это может быть в связи с распространением врачебной тайны, порочащих честь и достоинство человека сведений. В данном случае суд у нас определяет компенсацию морального вреда его, и при определении размера компенсации с принципами разумности и справедливости, и также заслуживающие обстоятельства по конкретному делу. К примеру, хотелось бы привести, что по результатам внесенных прокуратурой Республики кассационных представлений были отменены судебные акты об отказе в удовлетворении требований ИСА о взыскании компенсации морального вреда. Было установлено, что мать истицы проходила лечение в государственном учреждении, но вследствие обострения болезни скончалась. При этом истица настаивала на том, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом. Была проведена судебная экспертиза. Указанной экспертизой было установлено, что имеется дефекты оказания медицинской помощи, такие как несвоевременная постановка диагноза, непроведение всех консультативных медицинских услуг. Однако суд первой и также апелляционной инстанции, рассматривая указанное дело, пришли к выводу, что отсутствуют основания для удовлетворения иска. Свою позицию они обосновали тем, что отсутствует прямая причинно-следственная связь, то есть между действиями врача и наступлением смерти нету прямой связи.
указывали на то, что смерть наступила в результате осложнения болезни. Кроме того, они указали то, что моральный вред у нас не переходит по наследству, в связи с чем не может быть взыскан в пользу дочери истца. С указанными судебными актами мы не согласились, внесли кассационное представление, поскольку указали, что указанные дефекты медицинской помощи нужно оценивать в совокупности, и в совокупности они все равно привели к неблагоприятному исходу. Кроме того, мы исходили из того, что право на медицинскую помощь это у нас является гарантированным Конституцией Российской Федерации неотъемлемым правом человека. И также указывали на то обстоятельство, что в данном случае выводы суда, что у нас истец не понес моральный вред, в данном случае нельзя на это указывать, поскольку было установлено наличие тесных родственных связей, в действительности было установлено нравственные переживания, и что в последующем повлекло глубоким психологическим нравственным страданием. С нашим представлением согласился Президиум Верховного суда Республики Саха-Якутия, удовлетворил его и отменил судебные акты. А бывают ли вообще случаи отказа судом в возмещении полученного вреда? Да, конечно, такие случаи бывают. Недавно совершенно в моей практике мы пересматривали решение районного суда, который отказал в удовлетворении такого искового заявления. По результатам изучения материалов дела, доводов апелляционной жалобы мною было дано заключение, что решение суда подлежит оставлению без изменения. Из материалов гражданского дела следовало, что гражданин в ходе исполнения своих трудовых обязанностей, находясь в машине, получил травму позвоночника в результате подпрыгивания автотранспортного средства на неровном участке дороги. Проведенной комиссией расследованием под председательством государственного инспектора труда было установлено, что вины работодателя не имеется. Кроме того, было установлено, что работодателем был возмещен, согласно соглашению, моральный вред. При таких обстоятельствах, при отсутствии вины, суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения такого искового заявления не имеется. Скажите, а в каких случаях может быть взыскан штраф по закону о защите прав потребителей? По закону о защите прав потребителей штраф может быть взыскан судом в случае, если требования о возмещении вреда потребителю не были удовлетворены в добровольном порядке. Если будет установлено, что указанные требования не удовлетворены, то суд взыскивает 50% от присужденной суммы возмещения. При этом хотелось бы обратить внимание на телезрителей на то обстоятельство, что штраф по закону о защите прав потребителей не может быть взыскан, если, допустим, медицинская услуга оказывалась платно. Дарья Романовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». О возмещении вреда в судебном порядке мы говорили сегодня с прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики Дарьей Марковой. До встречи в эфире.